мигрант, его можно там же ловить, депортировать, отправлять на родину, а собственник квартиры, который сдает, получает деньги за это, прибыль, хорошие деньги, и не выполняет свои обязательства, им за это ничего не будет. Это Кыргызстан развивается, да, активно, динамично, очень сильно. Есть такая парадоксальная тема, что Кыргызстан на сегодняшний день сам стал экспортером людских ресурсов из других стран. Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, биз Казан шаарында жүрөбүз. Бул жерде инвестиция борбору бизди төгөрөк столго чакырды. Ал жерде ошол кичинекей миграция жаатында дагы сөз болду. Анан биз эксперт катары өзүбүздүн оюбузду айттык. Мекендештер тууралуу, миграция тууралуу, ошону 3 мүнөт убактыңызды бөлүптөр көрүп коюңуздар, мекендештер. Ну, смотрите, к большому сожалению, в 2024 году миграционная политика Российской Федерации было внесено более 30 поправок законопроектов по миграции, 115 федеральный закон о миграции. И 4 из них непосредственно касаются членов Евразийского экономического союза. Здесь вот больше всего возникает как раз таки где-то мягкое возмущение со стороны членов, так как единое экономическое пространство, где есть 4 свободы, свободное передвижение товаров, услуг, денег и людских ресурсов. Если будет каждый член Евразийского экономического союза вносить именно свои поправки, ограничения в рамках ЕС, тогда то есть у людей возникнет вопрос, да? Этот вопрос поднимался неоднократно. Самая актуальная как раз таки сейчас на сегодняшний день проблематика — это реестры контролируемых лиц, где иностранные граждане, трудовые мигранты, в том числе и трудящиеся, должны себя правильно легализоваться. Указ был подписан президентом Российской Федерации под номером 1126 30 декабря 2024 года и дали возможность легализоваться более 700 тысячам иностранных граждан до 30 апреля. Соответственно, никто не понимал, как эта система работает, каким образом это все реализовывает, в том числе и Министерство внутренних дел, отдел по вопросам миграции. И российская сторона практически была вынуждена его продлить до 10 сентября 2024 года. Но с тех пор как раз таки ежедневно диаспора, не только наша, но и вот из коллег Центральной Азии, таджикская диаспора, узбекская диаспора, работает над информированием наших соотечественников, но статистика показывает, что менее 15% смогли в этот период правильно себя легализовать. Здесь есть большая проблематика в том, что иностранный гражданин не знает, в каком направлении он совершил административное правонарушение, будь то это дактилоскопия, будь то это метод свидетельствования, будь то это трудовой договор, либо это миграционный учет. И как раз таки здесь есть еще один пункт, добавился совсем недавно, к большому сожалению. Это внутренний приказ Министерства внутренних дел от 21 года, 7 ноября, под номером 926 пункт 20, где иностранные граждане должны сначала продлить свою миграционную карточку, физически сходив в ОВР, потом только на основании трудового договора продлить регистрацию. И вот сейчас с 1 сентября вводится такой новый правила по миграционному учету. Пока что добровольная, в тестовом уровне она будет работать только в Москве, Московской области, что иностранный гражданин может по скачиванию мобильного приложения RUID включить геолокацию и показывать, где он находится, и тем самым как бы быть легальным, находиться везде. Если это то, что мы предлагали, то, что мы думаем, это шикарно, потому что многие иностранные граждане не могут регистрироваться в своих квартирах за счет того, что собственники просто-навсего не хотят регистрировать иностранных граждан. И здесь ответственность берет почему-то только мигрант, его можно там же ловить, депортировать, отправлять на родину, а собственник квартиры, который сдает, получает деньги за это, прибыль, хорошие деньги, и не выполняет свои обязательства, им за это ничего не будет. Поэтому если этот закон будет то, что мы думаем, то это будет круто. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу.
Кыргызстандын банк компаниян эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда bir жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белеке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, bir кишиге bir бөлмөлүү батирди утуучу катары белеке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыздар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу Мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолот. Прогноз в 2024 году, соответственно, как только после события Крокус-Сити миграционная политика относительно ужесточилась, и лично наши граждане в Кыргызской республике практически сократились на 35-40%. Таксопарки, сфера такси переживает огромный кризис, им не хватает более 150 тысяч водителей. Многие кыргызстанцы уезжают к себе на родину за счет... Здесь есть на самом деле два фактора. Первый — это Кыргызстан развивается. Да, активно, динамично, очень сильно. Есть такая парадоксальная тема, что Кыргызстан на сегодняшний день сам стал экспортером людских ресурсов из других стран. К нам приезжает из Бангладеша, с Пакистана, с Индии. Вот я в Бишкек приезжаю, я понимаю, что курьеры, строители и швейников, швейной отрасли, там уже иностранные специалисты. Наше государство каждый год практически по просьбе диаспоры всегда спрашивал амнистию во все времена, да, и так далее. То есть последние 2 года амнистии для наших граждан в Российской Федерации, чтобы их вывели из черного либо контрольного списка, так называемого, пока не происходит, потому что руководство страны говорит: Кыргызстан развивается, приезжайте в Кыргызстан, мы вас обеспечим работой, есть работа, но развивайте. К большому сожалению, те люди, которые здесь не хотят уезжать из России, они на самом деле, вот это те категории людей, которые я до этого обозначил, которые вложились в недвижимость, где-то получили ипотеку, кредит, в лизинг, в машину, здесь открыли какое-то малое среднее предпринимательство, и которое завязало свой путь на тем местом, где они уже 10 последних лет работают. Тенденция, она, соответственно, для России, мне кажется, очень удручающая, потому что экономика развивается, нужно все больше рабочих мест, в то же Marketplace, Wildberries, да, вот наши основные партнеры. В сфере строительства, тут нам, диаспора, каждую неделю обращается какой-то большой строительный подрядчик и просит дать рабочих сил, кого угодно, 100%. Они обещают их легализовать, хотя ровно 2-3 года назад такой возможности у нас не было. То есть хочешь работай, хочешь нет, а сейчас вот бизнес голодает от нехватки рабочей структуры. Ну, посмотрим, что будет в будущем году, но пока что тенденция удручающая. Спасибо.